Диспансеризация. Что мы знаем о ней? Почему она нам нужна? И что мы должны знать о ней? Вот об этом сегодня и поговорим. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И начальник отдела развития первичной медико-санитарной помощи и медицинской профилактики Минздрава Чеченской Республики Адиз Эстаев. Маршал Адиз. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ассаламу алейкум. И перейдем к нашему разговору. И мой первый вопрос. Адиз, а действительно, что такое диспансеризация? Еще раз об этом, если можно. Расскажите, зачем она нужна и зачем она проводится? Вот в чем суть данной программы? Прошу. Диспансеризация – это прежде всего скрининг. Это комплекс профилактических мероприятий, включающий в себя как профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования. С какой целью проводится диспансеризация? Диспансеризация нацелена на раннее выявление заболеваний, факторов их развития, прежде всего заболеваний, неинфекционных заболеваний, которые являются основной причиной преждевременной смертности. Это такие, как болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, сахарный диабет и другие. Но в основном по анализам причин смертности, как в России, так и в целом во всем мире, ведущие места занимают от смертности, занимает болезнь системы кровообращения, далее идет болезни от новообразования, и далее идут... Но это нужная программа, да. Необходимая программа. Поэтому я бы хотел отойти чуть-чуть в историю, экскурс. Диспансеризация как таковая, значит, она началась в 2012 году. С тех пор диспансеризация в Российской Федерации идет. Уже утверждены уже нормативные акты, несколько нормативных актов, то есть приказов, подзаконных актов, согласно которым мы проводим диспансеризацию. Ну, последний приказ – это приказ Министерства здравоохранения от 2021 года номер 404Н. Как я уже сказал, диспансеризация проводится в целях раннего выявления состояний, заболеваний и факторов их развития, а также в целях определения группы здоровья и выработки рекомендаций по результатам выявленных заболеваний. Все они преследуют главную цель – оценить общее состояние здоровья данного человека, также на самом раннем этапе выявить возможные проблемы, например, хронические заболевания, которые еще не успели явно себя проявить, но человек в силу своего неосведомленности может не знать о проявлениях данного заболевания, и также предпринять меры для их профилактики. И тут тогда у меня второй вопрос, следом идущий, как говорится, вдогонку. А чем отличается диспансеризация от обычного визита к терапевту или врачу более узкой специализации? И такой вопрос возникает у наших некоторых жителей. Как правило, оказание медицинской помощи организовывается в соответствии с порядками и стандартами оказания заболеваний. В данном случае мы ищем эти заболевания или же факторы риска, вызывающие данное заболевание. Поэтому данный приказ, проведение диспансеризации и профилактического медицинского осмотра взрослого населения, оно регламентируется порядком проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и профосмотра взрослого населения в соответствии с приказом 404Н от Минздрава Российской Федерации от 2021 года. А что нужно, чтобы пройти такое обследование? Или как проходит такое обследование? Если можно назвать это обследованием. Диспансеризация определенных групп взрослого населения, ну, коротко будем говорить, диспансеризация, да, она проводится обычно в два этапа. Есть первый этап и есть второй этап. Как правило, диспансеризация начинается в
кабинете или в отделении медицинской профилактики, медицинской организации, в которой, медицинской организации, которой прикреплен гражданин. И оказывается, проводится на рамках территориальной программы государственной гарантии бесплатного оказания медицинской помощи, бесплатно по полису ОМС. Что же входит в первый этап? В первый этап, в первую очередь, гражданин, который обратился, который проходит диспансеризацию, должен дать добровольное согласие на проведение данного исследования, данного осмотра. Второе – это анкетирование. Анкета составляется в соответствии с полом и возрастом, значит, до 65 лет и после 65 лет возраст, они анкеты, вопросы разные. Данная анкета заполняется собственноручно испытуемым или же пациентом, и он нам дает, врачу дает, значит, информацию о том, о отягощенности наследственного анамнеза, значит, и некоторых проявлений заболеваний, которые пациент может не знать, но проанализируя данные ответы, врач приходит к такому... Этакое собеседование. Да. Далее, после анкетирования идет расчет индекса массы тела. Рост, вес, окружность талии, это делается для того, чтобы выявить избыточный вес. Как мы все знаем, избыточный вес – это тоже как фактор риска. Далее, обязательно для всех является измерение артериального давления, измерение уровня сахара натощак и измерение холестерина в крови. Это для всех. Для чего? Для того, чтобы выявить на раннем этапе сахарный диабет, значит, и гиперхолестеринемию. То есть холестерин этот у нас, если повышен холестерин, это грозит тем, что развивается атеросклеротическое поражение с артерий. В первую очередь это сосудов сердца, сосудов, брахиоцефальных сосудов, сонных артерий, артерий, значит, конечностей, которые приводят к поражению. Но полное обследование происходит человека. Да, далее мы проверяем, дальше проводится в соответствии с возрастом электрокардиография, раз в 2 года флюорография, проводится общий анализ крови. Кардиограмма проводится и в покое, при первом обращении, более после и при первом обращении и далее после 35 лет ежегодно. Значит, проводится измерение внутриглазного давления для профилактики глаукомы. Также немаловажным фактором является осмотр кожи, слизистой рта, значит, пальпация щитовидной железы, пальпация лимфоитических узлов, чтобы диагностировать визуальную форму новообразования. То есть, если сказать простыми словами, человек, который проходит диспансеризацию, он должен побывать у каждого, скажем так, врача, поликлиники. Да. После прохождения всех этих обследований и получения результатов, данный человек идет уже к врачу-терапевту, и врач-терапевт, первый этап, после осмотра врача-терапевта и вынесения заключения, считается первый этап закончен. Но в случае, если на первом этапе были выявлены жалобы или же изменения по результатам обследования, человек может быть направлен на второй этап. Во втором этапе диспансеризации уже идет целенаправленное выявление болезни системы кровообращения, будет это неврологические, острые мозговые Ну, это понятно, это понятно. А что происходит после прохождения пациентом диспансеризации? Что получает человек по итогам прохождения диспансеризации? По итогам проведения диспансеризации или же профилактического осмотра человеку определяется диагноз, или он здоров, или есть диагноз. Определяется фактор риска, которые у него имеются, выносится решение о группе здоровья. Группа здоровья у нас всего 3. Это первая группа здоровья, вторая группа здоровья и третья А, третья Б. В зависимости от определения группы здоровья человеку даются индивидуальные рекомендации по поводу дальнейшего введения. Если у него выявлено
заболевание, то есть он берется на диспансерное наблюдение, и он идет к врачу, узкому врачу-специалисту с данным диагнозом. Вот допустим такую ситуацию. Человеку 40 лет, ну или 50, но ничего у него не болит, ничего не беспокоит. Есть ли необходимость прохождения диспансеризации? От того, ранее мы уже говорили о том, что человек в силу своего осведомленности, неосведомленности может не знать. И болезнь не всегда проявляется на ранних этапах. Есть болезни, которые прогрессируют уже на конечной стадии. Поэтому обязательно проходить диспансеризацию. Поэтому, в возрасте разница есть? Поэтому сейчас, предваряя ваш вопрос, мы говорим, диспансеризацию и профосмотр проводится взрослых, начиная с 18 лет. Значит, диспансеризация проводится раз в 3 года до достижения пациенту 39 лет. После достижения 39 лет человек должен проходить ежегодную диспансеризацию. То есть человек может не ждать? Он не должен ждать, он должен прийти. Он должен сам прийти? Человек должен. Он может прийти в любое время? Да. И сказать, что он хочет пройти обследование, диспансеризацию? Диспансеризацию. Ему не откажут? Ему не откажут. Вот это самое главное. Адис, а может быть такое, что некоторая часть врачей и так загруженных работой формально отнесутся к диспансеризации, сведя все к формуле такой: жалоб нет, вы свободны, кто следующий? Я думаю, что такие случаи исключены. Почему? Потому что проведение диспансеризации профосмотров у нас организовано в кабинетах или в отделениях медицинской профилактики, которые существуют во всех наших медицинских организациях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. В этом кабинете или в отделении полный штат медицинских работников, и основная часть мероприятий проводится в данном кабинете. После прохождения данного кабинета человек отправляется для завершения диспансеризации уже к врачу-терапевту. И если врач-терапевт не обнаружит показания для отправки на второй этап, диспансеризация считается проведена полностью, человеку выдается заключение, ему выдается, работающему выдается справка неустановленной формы. Справка обязательно выдается? Если человеку требуется справка неустановленной формы, что он прошел. Это тоже, чтобы наши телезрители знали. А есть ли разница в диспансеризации женщин, мужчин, детей? Да, в силу половозрастных различий, пола и возраста различий, да, имеется. Почему? Потому что у женщин, как вы знаете, плюс к тому, что проводится, и есть обязательно осмотр врача-акушера-гинеколога со взятием мазка на онкоцитологию, цитологические исследования. А мужчин в возрасте определенном 45, 50, 55, 60 взятие анализа крови на простат-специфический антиген, то есть на онкологию, исключительно онкологию. То есть везде есть свои нюансы, нюансы, которые надо учитывать. Да. И тут тогда у меня вот такой вопрос. Что будет входить в диспансеризацию в 2024 году? Планируются ли какие-то значительные изменения диспансеризации? Если да, что это за изменения? Вот такой вот вопрос. Может быть и большой. Может быть и большой. Хороший вопрос. Как говорится, мы живем в век цифровизации. Все меняется, все движется, все улучшается. Недавний пример коронавирусная, новая коронавирусная инфекция, в результате чего в объем диспансеризации добавили кое-какие исследования для лиц, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. Это спирометрия, это, значит, тест 6-минутной ходьбы, это КТ, МРТ и определение дедимера. Почему? Потому что в силу своих особенностей течения данной инфекции возникли осложнения, которые возникали. Мы все знаем, высокая была летальная смертность от этого заболевания, поэтому внесли уже
внесено, и мы проводим углубленную диспансеризацию. Тоже в рамках данной же диспансеризации. Есть изменения в приказ, определенный порядок проведения диспансеризации от 29 сентября номер 515Н, в соответствии с которым работодатель или же организованный коллектив по месту учебы, человек может пройти диспансеризацию и профосмотр не в медицинской организации, к которой он прикреплен, а медицинская организация, которая находится рядом в зоне объекта, где человек работает или где учится, но для этого, значит, этот работодатель инициирует заявление в данную медицинскую организацию, дает перечень, и после этого он может пройти в данном месте. И также данным же приказом оговаривается проведение... Не обязательно по приписке. Не обязательно. Также оговаривается проведение правоосмотров или диспансеризации мобильными медицинскими бригадами. Это на месте работы, если необходимо. Мобильным медицинским? Да. Не в медицинской организации. Я что и говорю. Да. На месте работы или учебы. Или учебы. То есть выезжает мобильная медицинская бригада, есть мобильный медицинский комплекс, флюорограф, маммограф, ФАП, комплекс диагностики. Приезжает, подключает электричество, там работают врачи и проводят медосмотр. И кто это решает? Это по желанию работодателя. Работодатель. Да. Он заявку пишет. Организовывает списки, обращается в ближайшие медицинские организации. Определяют дни. Да. И все это на обоюдном согласии. Да. А вы можете сказать, какие года в новом году, наступающем, должны будут в первую очередь пройти диспансеризацию? Я знаю, что там по годам все разбивается. Или я не прав? Да, совершенно верно. Значит, давайте исходить из того, что 2024 год отнимаем 18, и получается 2006 год. Начиная с 2006 года рождения, и старшие должны проходить уже диспансеризацию и правосмотр раз в 3 года. По истечении 39 лет, когда человеку в календарном году исполнилось 40 лет, он может пройти ежегодно. Очень актуальная тема на сегодняшний день. И мой, скажем так, последний вопрос к вам. Скажите, Адис, а что будет, если не пройти диспансеризацию? Ну, не захотел я, например, проходить. Год, 2, 3, 10 лет. Не прохожу я диспансеризацию. Что может быть? Ну, я бы не рекомендовал так быть беспечным, не интересоваться своим здоровьем. Почему? Потому что лучше болезнь предотвратить, вовремя проходить правоосмотры. Как мы знаем, как говорится в народной поговорке, скупой платит дважды. Сегодня ты за копейки можешь пройти бесплатно, имеется в виду. Бесплатно. Так, бесплатно. Для пациента, но не так дорого для государства, можешь пройти диспансеризацию. И в том случае, негативном случае, который вы только что сказали, уже будет намного дороже оказание медицинской помощи данному пациенту не для пациента, а именно для государства. Потому что территориальная программа госгарантии оговаривает сроки, объемы, суммы для оказания медицинской помощи. И главное, это бесплатно. Да, бесплатно. Все врачи принимают бесплатно. Казалось бы, что может быть лучше? Пришел, тебя приняли, тебя проверили. Если что-то есть, тебе сказали. Если что-то обнаружили, предложили лечение и сами начали лечить. Разве я не прав? Правы, совершенно правы. Если у вас выявили заболевание, вас ставят на диспансерное, вас берут на диспансерное наблюдение, соответственно, и назначают вам лечебные профилактические мероприятия. Будь это медикаментозная терапия, будь это какие-то другие методы лечения, физическая активность и все такое. И под наблюдением врача, узкого врача-специалиста, будет кардиолог, эндокринолог, невролог, хирург. Все врачи будут. Вы, назначенное врачом время, приходите, вас наблюдают. И тем более для этого в Чеченской Республике у нас есть все. Созданы все условия. Все условия созданы. И
как говорится в заключении, Адиз, если вы хотите обратиться к населению Чеченской Республики, к жителям нашего региона, вот прошу, камера ваша. Хотел бы выразить вам благодарность, Ломали, что пригласили нас, дали возможность донести до населения Чеченской Республики данную информацию. Я бы хотел быть поактивнее наших граждан, проходить своевременно диспансеризацию, правоосмотр и тем самым помогать себе и нам в деле укрепления здоровья. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи. И низкий вам поклон за вашу работу. До свидания. Наши врачи. Спасибо. А на сегодня это все, дорогие друзья. Диспансеризацию надо проходить. Вы сами все слышали. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И начальник отдела развития первичной медико-санитарной помощи и медицинской профилактики Минздрава Чеченской Республики Адиз Эстаев. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.